ГСП онлайн. Городские новости сейчас. В России могут запретить давать детям необычные имена. Соответствующий документ подготовили депутаты Государственной Думы. По задумке авторов, ЗАГС может отказать в регистрации имени, если оно содержит цифры, должности, различные аббревиатуры и ненормативную лексику. Последний раз крайне необычное имя в Ухте зарегистрировано в 2010 году. Но как родители назвали малыша, работники ЗАГСа говорить постеснялись. В нашем городе преобладают обычные, принятые в Российской Федерации имена младенцев. И учитывая все-таки многонациональность нашего города, многие имена имеют национальные корни. Но они от этого не становятся неблагозвучными или необычными. Я могу сказать, что в Ухте большинство ухтинских малышей носят обычные традиционные русские имена. В 2014 году на свет появилось 1695 ухтинцев. Среди самых популярных имен – Анастасия, София, Александр и Дмитрий. Но были малыши с именами, которые в прошлом году давались единожды. Это Камила, Евдокия, Ариана, а среди мальчиков – Трофим и Назар. Редкими стали и более привычные – Олег, Игорь и Петр. Работники Ухтинского ЗАГСа законопроект, запрещающий давать детям эксцентричные имена, поддерживают. Ведь в погоне за выражением своей индивидуальности важно не сделать ребенка белой вороной.